Здравствуйте! Большую часть сегодняшней передачи займет комментарий ситуации в баскетболе. Тема более чем актуальна, ведь в будущем году наша республика принимает международные спортивные игры «Дети Азии». Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте! Сегодня члены профильного комитета Госсобрания одобрили кандидатуру Евгении Михайловой на должность вице-президента. Теперь, 15 марта, на сессии Госсобрания депутатам будет предложено дать согласие о назначении ее на этот пост. Интересно, кстати сказать, диалог случился при этом обсуждении Евгении Михайловой. Депутат Зоя Корнилова поинтересовалась, за что Михайлова получила медаль «Защитник свободной России». Она при этом пояснила, что в свое время, в 1991 году, эта медаль вручалась людям за, как она выразилась, за расстрел мирных граждан во время государственного переворота в августе 1991 года. Ну, имеется в виду ГКЧП. На что Евгения Михайлова ответила: «Я к расстрелу отношений не имею». Ну, это курьез. А что касается деловых качеств кандидата, то против кандидатуры Михайловой высказался только депутат Александр Гаврилев. Набрался, кстати сказать, смелости в присутствии президента Штырова. Ну, а президент, кстати сказать, сразу после вот этого обсуждения вылетел в Нерюнгри. Да, как известно, 13 марта туда прилетает премьер федерального правительства Фродков, а уже в среду он посетит Якутск. И накануне, в этот день, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности на улицах будет усиленный контроль со стороны милиции и госавтоинспекции. Ну да, кстати, для этого же, собственно, будут предусматриваться меры по ужесточению контроля пропускного режима при въезде в столицу республики. В районах республики подводят итоги выборов. Они прошли 11 марта в 9 районах. В частности, избирались главы местных администраций в 4 районах республики. По предварительным данным Республиканского центра избиркома, в Жиганском, Верхоянском, Тампонском и Аймиконском районах избраны исполняющие обязанности и действующие главы администрации. Ну, а в остальных 5 районах прошли выборы депутатов местных представительных органов власти. Да. И о спорте. Вчера в Таиланде завершился Кубок мира по тайскому боксу. Наш земляк Михаил Дичковский занял почетное 2-е место в весовой категории до 51 килограмма. В финальном бою он уступил представителю Белоруссии. Михаил Дичковский – воспитанник тренеров Алексея Уварова и Ивана Васильева из клуба «Махсагол». Он чемпион республики, серебряный призер России 2005 и 2006 годов. Итак, в воскресенье в Якутске завершились игры чемпионата республики по баскетболу. Мы с вами видим заключительную 10-минутку игры двух команд из столицы республики. Якутск-1, игроки ее в белой форме, и Якутск-2, игроки в красной форме. Первая 10-минутка закончилась с перевесом команды Якутск-1 в 12 очков, вторая 13. К началу этой последней 10-минутки баскетболисты команды Якутск-2 отставали уже на 33 очка. Несмотря на это, две эти команды заняли, соответственно, 1-е и 2-е места пьедестала почета. Это я к тому, что никакой интриги не было. Лидерство команды Якутска было очевидным. К сожалению, в чемпионате не участвовали команды из Мирного и Нерюнгри. Вообще, надо сказать, создалось такое впечатление от состава команд, участниц этого чемпионата, что организаторы вынуждены были спасать лицо турнира, включая в участники всех, кто хотя бы хоть как-то может играть. В результате половина команд из Якутска. Вот 2 команды, которые сейчас на площадке, плюс команда ДЮСШ и команда из Житая. Что касается впечатления от тулусных команд, ребята впервые собрались перед поездкой в Якутск. Вывод: баскетбола в республике, за исключением крупных городов, нет. Парадокс. В самую массовую доступную командную игру никто не играет. И это на фоне разнузданной пропагандистской кампании за здоровый образ жизни. Видимо, после закрытия баскетбольного клуба «Саха» на этот вид спорта окончательно махнули рукой. Наши команды перестали даже играть в первенство Дальнего Востока. Правда, и в нашем округе команд недостаточно, всего 5. Значит, команда, в смысле, руководство федерации имеет такое желание, чтобы Якутию, команда от Якутии также выступала на первенстве Дальневосточного округа. Сейчас я считаю, что все для этого есть. Необходимо изыскать средства для финансирования поездки и содержания команды.
Я понимаю, что так вот, когда сравнивать не с чем, я имею в виду явочные такие встречи, да, но тем не менее, скажем, если иметь в виду, ну, вот Якутск-1, например, так, по сравнению с другими дальневосточными командами, там у нас вообще какие шансы есть? Ну, я лично видел команду Хабаровска, Благовещенска. Ну, конечно, с командой Суперлиги города Владивостока нам тяжело будет соперничать, а с остальными командами, которые участвуют в первенстве Дальневосточного округа, я думаю, наша команда могла бы вполне рассчитывать на призовые места. А это конкурс между командами на точность бросков. У кольца Юрий Паншин из команды Дю США. Она оказалась в числе последних на чемпионате, а вот в этом конкурсе, благодаря Юрию, ее результаты выше – 4-е место. Из 28 мячей, брошенных по кольцу за отведенную 1 минуту, 18 попаданий. Столько же, надо сказать, сколько у тренера Евгения Петрищева. Двум этим игрокам, вернее сказать, конкурсантам, пришлось перебрасывать. И победил опыт, молодость проиграла. Между тем, уже в будущем году в республике состоятся очередные игры «Дети Азии». На 2 предыдущих команда Якутии становилась победительницей. В 2008 году из-за изменения регламента игр все российские регионы будут выступать не отдельными командами, а сборными федеральных округов. Как выяснилось, подготовка к играм, а за нее ответственно Министерство образования, у баскетболистов еще и не начиналась. Ответный ход Федерации баскетбола. Федерация баскетбола рассчитывает пригласить в ближайшее время эксперта Федерации баскетбола России, оценить уровень нашей подготовки, командной подготовки. Мы надеемся, что в ближайшее время приедет заслуженный мастер спорта, наш якутянин, родной Андрей Спиридонов, который занимается непосредственно детьми, сбором детей в России. Недавно его команда выиграла. А у наших детей где будет смотреть? Каким образом? Мы его хотим пригласить сюда, в Якутск. То есть непосредственно на тренировках? Да, в процессе тренировок, в процессе подготовки. Он изъявил желание помочь родному городу, где он родился и вырос, и стал заслуженным мастером спорта в команде ЦСКА. Поэтому мы рассчитываем на его помощь и надеемся, что будет помощь. Вот эти перечисленные меры были бы очень хороши, но в качестве приложения к системной работе с мальчишками, влюбленными в баскетбол. Однако эти меры принимаются лишь ради того, чтобы не ударить, что называется, в грязь лицом во время крупного турнира. Ну, а вот что касается того, чтобы кардинально сделать командные виды спорта, ну, я имею в виду волейбол, баскетбол, футбол, видами спорта, которые были бы доступны и общераспространенными, увы, но, к сожалению, ни у наших властей, ни у спортивной общественности желание, видимо, так до сих пор еще и не сформировалось. Увы. Смотрите завтра в Эксе репортаж с объезда города руководителями мэрии и окружного совета депутатов. А тема комментария – 375 лет основания Якутска. Что сулит юбилей городу и его жителям? Ну а на сегодня все. До свидания.